Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах к этому часу. Пожар на нефтебазе в селе Соскала Ханабарского улуса. Сначала загорелся бензовоз. Огонь перекинулся на емкости. Эвакуирует местное население. Создание агентства по развитию Чурапчинского улуса одобрил Айсен Николаев. Глава Якутии посетил район с рабочим визитом сегодня. Меры профилактики против коронавируса в Южной Якутии. Школы и детские сады Нерюнгринского района активно готовятся к началу работы. В селе Соскала Ханабарского района во время заправки котельного топлива загорелся бензовоз. Затем огонь перекинулся на вертикальную емкость нефтесклада. Сейчас ведут ее тушение и охлаждают соседние емкости. Общая площадь пожара примерно 100 квадратных метров. С места происшествия возят людей, проживающих рядом с нефтебазой. Угрозы взрыва или пострадавших нет. По данным пресс-службы МЧС России по региону, в тушении огня задействовано 42 человека и 8 единиц техники. Сообщается, что на момент прибытия первого пожарного расчета горела только емкость транспорта. На месте происшествия работает дознаватель МЧС и представители экстренных служб. Ближайший квартал население эвакуировано. Во время заправки котельного топлива произошел возгорание бензовоза. Причина от чего еще неизвестна, но разные версии есть, пока выясняется. И буквально в эти минуты завершилось экстренное совещание Комитета по чрезвычайным ситуациям, связанное с пожаром в Соскалахе. Глава региона дал поручение соответствующим органам разобраться в ситуации и развернуть эвакопункт для населения. Всего эвакуировано 400 человек. На сегодня они размещены в соседнем селе в социальных учреждениях. Об этом сообщил глава Анабарского района. Сегодня из Якутска вылетит самолет под руководством первого зампреда правительства республики Алексея Колодезникова, который уже на месте будет руководить ситуацией. Для нас сейчас важно не допустить угрозу для населения, обеспечить безопасность, своевременную локализацию и ликвидацию пожара. В дальнейшем нужно разобраться по хранению газоконденсата для обеспечения жизнедеятельности в следующий отопительный сезон. Потому что у нас на сегодня тот емкостной парк, который есть, там, до декабря месяца по предварительным расчетам газоконденсат мы хранить можем, но нам нужно, сейчас как раз идет завоз, нам нужно хранение обеспечить, поэтому это вторая часть, которую я должен там посмотреть. Тем временем сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории 3 районов Якутии. Это Мирнинский, Тампонский и Усть-Алданский улусы. По данным пресс-службы МЧС России по региону, за минувшие сутки площадь природных пожаров увеличилась почти на 85 гектаров. Все превентивные мероприятия по защите населенных пунктов от огня выполнены, а всего на территории республики действуют 42 лесных пожара. За сутки возникло 13 возгораний и 4 было ликвидировано. Проект создания агентства по развитию Чурапчинского района представили главе республики. Сегодня в первой половине дня Айсен Николаев работал в Чурапчинском улусе. Глава региона отметил, что суть проекта заключается в поддержке и развитии сельского хозяйства. Для этого предлагается защитить и привнести вопросы экономики, финансов, юридической защиты, информационного сопровождения, а также цифровизации отрасли. Поручение о полной поддержке и содействии данному проекту было дано правительству республики и финансовым институтам. Мы коренным образом меняем систему субсидирования сельского хозяйства в части вот как раз заготовки молока. Многие годы мы относились к сельскому хозяйству, знаете, как к какой-то второстепенной отрасли экономики, даже, можно сказать, больше социальный его смотрели смысл сельского хозяйства. Лишь последние годы, последние, наверное, десятилетия мы начинаем смотреть на него как на отдельную отрасль экономики. Задача сельского хозяйства не только социальная, а важная очень экономическая задача, то, конечно, есть для решения этой задачи мы должны сюда, в эту сферу, привнести вопросы экономики, финансов, юридической защиты, информационного сопровождения, цифровизации целой отрасли. Без этого развитие любой отрасли сегодня невозможно, тем более такой трудоемкой, как сельское хозяйство. Исполняющий обязанности премьера республики Андрей Тарасенко с рабочим визитом посетил поселок Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. Делегация правительства ознакомилась с ходом строительства сразу нескольких объектов. Наш корреспондент Артур Старостин сопровождал высоких гостей.
Исполняющий обязанности председателя правительства Якутии Андрей Тарасенко подъехал к пункту ожидания для пассажиров, который открылся год назад акционерной компанией «Железные дороги Якутии». Это и есть показатель, что инфраструктура железнодорожных сообщений развивается и не стоит на месте. По пути делегация осмотрела канализационно-очистное сооружение мощностью 200 кубических метров в сутки. На первом этапе подключение квартала нефтяников, несколько многоквартирных и частных домов. В центральной части поселка ведется крупное строительство спортивного комплекса с универсальным залом и плавательным бассейном. По плану срок сдачи объекта планируется на декабрь 2020 года. Как рассказали строители, здесь ведутся работы по бетонированию пандусов и крылец, а также идут каменные работы, монтаж электрики, герметизация и многое другое. А кто строитель? Я строитель. Ты строитель. И ты хочешь сказать, что ты это все успеешь? Успею. Андрей Тарасенко поинтересовался, как новый детский сад на 240 мест оказался в списке долгостроев. Основная проблема – это отсутствие у частного партнера финансовых средств. Более-менее такого действенного подрядчика. И сколько стоит уже вот так вот все? Это уже... Контракт в 16 году был. Вот с 16 года вот это все. Нет, он заключен был. Строительство многоквартирного жилого дома по программе переселения граждан из аварийного жилья идет полным ходом. А вот некоторые местные жители почему-то считают это долгостроем. А потому что он строится 10 лет. Я вот живу, я вижу, как он строится. В транспортном техникуме исполняющий обязанности председателя правительства первым делом обратил внимание на отсутствие в названии, чье имя носит техникум. Что не напишут, имени кого? 1 сентября уже. 1 сентября мы уже заказали здесь. Скоро начнется учебный год. Андрей Тарасенко ради интереса задался вопросом, как будут проводить дезинфекцию для студентов. То, что дети пойдут, вот что, она будет вылавливать их всех? Нет. Вот мы толпой идем, и то она всех не поймала. Далее рабочая делегация ознакомилась с ремонтными работами на автодороге республиканского значения Амга. По региональным дорогам должны привести в нормативное состояние в этом году 186 километров. Не обошли стороной железнодорожную станцию Нижний Бестях. Делают ничего подобного. Всю эксплуатацию, вот у нас американские тепловозы, мы забыли, что такое Америка. Все делаем сами. Последним посетили набережную реки Лена, где разрабатывается стратегия развития транспортного узла Нижний Бестях. Грузовой терминал в поселке призван облегчить проблему завоза в Заполярье жизненно важных грузов. У тебя здесь максимум 5 цистерн. Это маловато. 5, на 15 тысяч, да. Артур Старостин, Мигино-Кангаласский район. Новая площадка для занятий оздоровительной физкультурой появилась в Якутске. Построили ее на средства от гранта президента России. Площадка предназначена для занятий с детьми, которым поставлен диагноз детский церебральный паралич. Члены некоммерческой организации «Искра» передали заявку в фонд президентских грантов и получили одобрение. На реализацию проекта из фонда перечислено порядка 500 тысяч рублей. Над созданием площадки трудились медработники, среди которых врачи-ортопеды, травматологи, специалисты по лечебной физкультуре. Отметим, президентские гранты на поддержание и реализацию социальных проектов могут получить жители любого региона России. Но Дальний Восток традиционно лидирует по количеству заявок. Конечно, уникальность этого проекта в первую очередь тем, что она предназначена для детей с различными абсолютно формами двигательной активности, то есть как от легкой, так и до тяжелой степени. Двигательная активность у детей, конечно же, в первую очередь движение – это жизнь, но дети с поражением центральной нервной системы, с диагнозом ДЦП, для них это еще и социализация. Учитывая то, что площадка предназначена как и для легкой степени детей с поражением центральной нервной системы, опорно-двигательной, то происходит точно так же социальный контакт. То есть идет напрямую общение с другими детьми. Благодаря компании «Алроса» в Якутии также реализуется ряд важных соцпроектов, в том числе и в сфере образования. Ежегодно компания вкладывает в социальную сферу республики около 10 миллиардов рублей. При непосредственном финансовом участии компании в столице республики будет построен парк будущих поколений, который станет инновационным образовательным кластером. В рамках проекта в Якутии уже сегодня реализуется уникальная программа по развитию у детей навыков креативной экономики.
У нас пилотная программа называется Skills Camp. Она как раз направлена для учреждений дополнительного образования. Но мы сумели охватить и как государственные, так и муниципальные, так и представителей из реального сектора экономики, также и общеобразовательные школы. В Skills Camp у нас участвовали педагогические команды. По итогу отбора к нам на первый модуль прошли 15 сильнейших команд. Они в течение 2 месяцев разрабатывали свои уникальные образовательные проекты, которые будут направлены как раз на развитие у детей навыков в сфере креативной экономики. Собрал команду. Мы начали работать над проектом медиашколы. Это такое пространство для креативного развития детей в сфере медиа. Это фото, видео и дизайн. Мы считаем, что школьники – это самая такая недооцененная творческая сила среди всех возрастных категорий. И мы хотим, чтобы они вышли из тени. В рамках программы мы начали учиться тому, как упаковать этот продукт, как его подать, как его запустить. В Покровске приглашают принять участие в акции «Помоги собраться к школе». О сборе помощи школьникам из многодетных, малообеспеченных и неполных семей объявили члены женского клуба «Тепло сердец». Количество семей, которым нужно помочь, составило 14. Список сформировали из данных, предоставленных детскими садами, школами и комиссией по делам несовершеннолетних. О проведении акции члены женского клуба рассказали в соцсетях, разослали официальные письма организациям города, а также расставили в торговых центрах коробки для сбора помощи. Сегодня мы расставили коробки нашего благотворительного марафона по магазинам нашего города, в торговых центрах, порядка 10 коробок, куда вы можете, купив канцелярскую принадлежность, школьные принадлежности, вложить в наши коробки. Также напоминаем, что у нас помимо сбора вещей идет денежная помощь. Наша адресная помощь продолжается до конца августа, до 30 числа. Так что мы призываем всех неравнодушных наших жителей принять активное участие, внести лепту. А в Нерюнгри обсудили меры профилактики в связи с подготовкой к учебному году. Текущая ситуация с коронавирусом остается напряженной, но несмотря на это, школы, детские сады и спортивно-оздоровительные учреждения Южной Якутии активно готовятся к началу работы. Подробности у Екатерины Павловой. Предполагается, что новый учебный год начнется традиционно 1 сентября. При этом будут продолжаться все профилактические мероприятия. Члены санитарно-противоэпидемической комиссии Нерюнгринского района отмечают, что из-за ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции в 2020 году удалось избежать превышения эпидпорогов и по другим заболеваниям. Благодаря жестким профилактическим мерам в районе было зафиксировано незначительное количество случаев гриппа и ОРВИ. Для создания достаточной иммунной прослойки в этом году поставлена задача привить от гриппа 60% населения, чтобы ситуация с ковид не усугубилась еще одной инфекцией. Хочется сказать большое спасибо нашим педагогам, нашим родителям, нашим детям, которые понимают тяжелую ситуацию и выполняют все эти требования, которые к нам и к ним предъявляются. Все образовательные учреждения получили задание разработать свои модели, разработать правила поведения, или правила начала учебного года. С начала месяца началась комиссионная приемка школ. По плану ремонты проведены и проводятся на 21 объекте образования Нерюнгринского района. В этом году большое внимание было уделено благоустройству территорий, обновлению и устранению недочетов фасадов и кровель. Также хочу сказать, что подготовка к зиме у нас началась еще в апреле, в мае, в июне. И уже почти все образовательные учреждения получили паспорта готовности к новому отопительному сезону. То есть к отопительному сезону мы готовы. Сегодня разрешения на проведение массовых мероприятий не было. В школьных линейках, которые будут проходить для первоклассников, примет участие минимальное количество детей. Все это для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.